Еще Гиппократ утверждал, что лечат болезни врачи, но вылечивает все же природа. И когда кажется, что медицина бессильна, на помощь человеку приходят собаки, птицы, рыбы и, конечно же, лошади. Большой разговор сегодня в Наукомании об энимал-терапии. Начнем с иппотерапии, но прежде немного из истории, вопросы и, конечно же, анонс программы. Итак, здравствуйте, меня зовут Екатерина Берецкая, и мы начинаем. Лечение верхом или иппотерапия, как лошади борются с аутизмом и ДЦП. Доктор Моцарт или что полезно слушать для здоровья. Упасть лицом в грязь или оказаться по уши в песке. Обзор самых нестандартных оздоровительных процедур в мире. О том, что животные могут лечить, знали, как оказалось, еще в древности. В мифологии боги врачевания Эскулап у римлян и Асклепий у греков приходили к своим пациентам в образе собаки и буквально зализывали раны. Но перед тем, как животные по-настоящему начали работать в медучреждениях, прошло почти 2000 лет. По официальной информации, в конце 18 века, 1796 год, в английской клинике больным с психическими расстройствами смирительные рубашки и таблетки заменили общением с собаками. Как отметили сотрудники больницы, состояние пациентов улучшилось, а количество приступов сократилось. Чуть позже, в 1969 году, подобные выводы сделает и детский психиатр Борис Левинсон. Совершенно случайно, если верить интернет-источникам, доктор обнаружил, как малыши реагируют на его пса, который находился в приемной во время сеансов лечения. Он же и предложил сам термин «пэт-терапия». Немногим раньше начала зарождаться и иппотерапия. Датскую спортсменку Лиз Хартель частично парализовала после детского спинномозгового паралича. Но девушка не покидала конный спорт и уже спустя почти 10 лет упорных занятий и тренировок с лошадьми смогла вернуться на ипподром и даже завоевать серебро на Олимпийских играх 1952 года. Со временем появлялось все больше доказательств того, что уже не только четвероногие, но и рыбы и птицы как минимум успокаивают, не говоря о помощи в борьбе с серьезными заболеваниями. Сегодня отношение к энимал-терапии в мире разнится, но в некоторых странах Европы и США это уже полноправная область официальной медицины, в рамках которой проводятся встречи, семинары и курсы по подготовке специалистов. Сегодня, казалось бы, ученые могут сделать точную копию любого животного фермента и на его основе уникальное лекарство. Тогда почему по-прежнему энимал-терапия так популярна? Вот об этом прямо сейчас и спросим у моего первого собеседника. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Кондратенко, инструктор-реабилитолог по лечебной верховой езде Республиканского центра олимпийской подготовки, конного спорта и коневодства. Екатерина, лошади прекрасно, вот честно, даже на душе сразу как-то стало спокойнее. Скажите, иппотерапия и лечебная езда, вот объясните, одно и то же? Иппотерапия больше как езда пассивная. Лечебная верховая езда уже такая активная верховая езда. Много упражнений подключается, езда в седле. Как проходит стандартное занятие? Индивидуально подбирается программа в зависимости от его физических способностей, от его психологических способностей. Даже если один и тот же диагноз? Один и тот же диагноз сопровождается вообще различными невозможностями пользоваться. У кого-то рука, у кого-то нога, у кого-то правая сторона, у кого-то левая сторона. Кто-то держит голову, кто-то не держит голову. У кого-то спинка сильная, у кого-то нет. Все зависит от пациента. Правда ли иппотерапией нужно заниматься без седла? Нет, не всегда. То есть мы используем и седло, как видите, и стремена. Вообще стремена, они на самом деле очень интересное свойство имеют. Они воздействуют на подвздошно-поясничную мышцу, которая не используется ни в тренажерном зале, нигде. Мы не можем ее накачать, но которая используется при ходьбе. Как же лечит лошадь? Прежде всего, это эмоциональный фактор и физический фактор, естественно, воздействие. Если мы говорим про опорно-двигательную систему, это незаменимый наш помощник, потому что лошадь имеет колебательные движения, которые передаются всаднику. И мы воздействуем на все мышцы от головы до пяток полностью. Второй фактор – это температура тела лошади. Если говорить про езду без седла, температура тела лошади на 1,5–2 градуса выше. Естественно, мышцы прогреваются. И особенно для опорно-двигательной системы идет снижение спастического тонуса. Во Франции и в Грузии при медицинском университете есть кафедра лечебной верховой езды, где многие ученые, медработники проводили опыты. И медицински обосновано, как влияет лошадь на наш организм. С какими диагнозами чаще всего обращаются к вам белорусы? Мы здесь работаем в основном с опорно-двигательной системой, с
ТЦП. Мне еще осталось для вас несколько вопросов, но я предлагаю буквально на пару минут прерваться. В «Наукомании» время научного дайджеста, а потом мы обязательно продолжим. Ежегодно тысячи людей посещают чешские пивные спа. Специалисты утверждают, что хмельные ванны не только расслабляют, ведь алкоголь впитывается в кожу, но насыщают витаминами и помогают подлечить опорно-двигательную систему. И сухая ванна, известная еще в первом тысячелетии до нашей эры, сегодня называется псаммотерапия. Лечение нагретым песком как минимум успокаивает и снимает боль, а максимум даже помогает потерять вес, нормализовать кровообращение и вылечить воспаление различных органов. Настоящим фильмом ужасов может показаться змеиный массаж. 6 присмыкающихся разной длины кладут на спину. Сложно представить в это время расслабления, но, как утверждают специалисты, крупные змеи избавляют от мышечных судорог и болей, более мелкие создают легкий эффект вибрации. Лечебный аксессуар. Если вам доводилось наблюдать за игроками в гольф, вы могли заметить на их шее необычный кулон-треугольник. Как оказалось, для спортсменов в первую очередь это не стильное украшение, а лекарство. Гольфисты убеждены, что именно эта подвеска восстанавливает их ментальные и даже физические силы путем перезарядки биополя. Вот мне как-то стало хорошо, но это же как-то объясняется, что происходит вот у человека внутри. Это общение с таким большим красивым животным, он уже приносит нам много эмоций, много радости, много интересных вообще чувств. А если вы еще погладите ее, да, посмотрите ей в глаза. Лошади, они умные, они добрые, они общительные, своей добротой, своей теплотой, они повышают нам такой эмоциональный фон. Любой ребенок находит контакт с лошадью сразу, или вы подбираете, как-то смотрите на ребенка? Некоторые боятся, садим с родителем. Сначала, чтобы ребенку было как-то более комфортно на лошадке. Естественно, движения лошади такие, что немножко может вызывать страх, так как качает по 3 направлениям, сразу вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево. Естественно, чувствуешь какую-то потерю равновесия, потеря баланса, но с течением времени мы все равно работаем. Мы находим удобное положение для ребенка в начале. То есть мы можем посадить, можем положить, можем на животик, можем на спинку положить, чтобы ребенок как-то адаптировался. Но все привыкают к лошади. То есть потом, наоборот, их не оторвать, не снять. Много терпят, конечно, потому что детки разные. И некоторые кричат, некоторые пищат, некоторые где-то могут и пощипать. Но они все терпят, да. И даже многочасовую работу. Неужели любая лошадь может лечить? Нет, не любая лошадь. Все-таки лошадь подбирается по терпеливости, по своему доброму характеру и по тому, как она реагирует. Дело в том, что лошадь пугливое животное, и часто мы подходим сзади к ней. Ребенок лежит сзади, может подергать за хвост, да, может погладить по попе. То есть мы приучаем лошадь, чтобы она не отбивала задними ногами, не пугалась. Часто используем предметы, мячики, колечки, различные предметы для привлечения внимания ребенка, для мотивации его движения. Поэтому лошадь подбирается, еще приучается к тому, чтобы она нормально на них реагировала. Также лошадь подбирается по росту. Почему? Потому что для детей имеет место страховка. То есть обязательно страхуют взрослые 1 или 2, в зависимости от упражнений, которые мы делаем, да. И часто упражнения, которые мы делаем, надо, чтобы страховка обеспечивалась максимально уверенно, поэтому лошадки должны быть небольшого роста для детей. Также у лошади должен быть природный нормальный шаг. Колебательные движения, которые передаются лошади, должны быть равномерные. Лошадь не должна быть хромая, постав ног у нее должен быть ровный. И колебательные движения в основном должны прогибать поясницу всаднику. Если этого не происходит, естественно, лошадь нам не подходит. Спасибо вам, успехов. Ну а мы продолжаем говорить о необычных методах терапии и время музыки. Песни распевает. Еще Джордано Бруно в XVI веке сказал, что искусство восполняет недостатки природы. Как это делает музыка, рассказали нам уже в веке 21 в одной из минских студий. Здесь самые разные мелодии слышны каждый день. И они не только ласкают слух, они лечат. Музыка, она воздействует на те структуры головного мозга, которые отвечают за речь. Иногда ребенок, не говорящий, начинает петь раньше, чем разговаривать. Музыка используется у нас как средство социализации деток в группе, потому что ничто так не объединяет, как музыка. Это детские хороводы, музыкальные детские игры, импровизация на различных музыкальных инструментах, не требующих специального обучения.
Музыка помогает в работе с детскими неврозами, фобиями и расстройствами поведения. Среди маленьких пациентов и аутисты. Если это лирическая музыка, дети прислушиваются, покачивают головой, даже пытаются в такт раскачиваться. Это такие мелодии лирические, вальсообразные, хороводные. А если это быстрая, такая веселая музыка, типа польки, дети стараются подпрыгивать, смеяться даже. Вот у них выражаются такие чувства игривости, веселости. Избавиться от стресса и разобраться, в чем же причина напряжения, помогают, уверяют специалисты, и искусство рисования. Когда человек держит в руке кисть или карандаш, у него отключается сознательное и начинает работать бессознательно. Именно оно красноречивее всего расскажет о проблемах психологу, в то время как сам пациент об источниках стресса не будет даже предполагать. Мы это используем как метод и как прием для того, чтобы человек сам себя лучше узнавал. Потому что не психолог помогает человеку, а человек помогает себе, узнав что-либо, какую-то информацию о себе. Иногда эта информация нравится, иногда нет, но в художественном образе вот эта часть арт. Так вот, человек узнает что-либо, даже то, что ему не нравится, и может сам сделать какие-то выводы. А психолог только организует процесс. Кроме живописи и графики, в арт-терапии используются и пластические виды искусства – скульптура, лепка или работа с гончарным кругом. Задействованный сенсомоторный уровень помогает снять напряжение и расслабить все тело. Ведь именно чувство прекрасного в любом своем проявлении помогает человеку зарядиться положительными эмоциями в суетливых буднях. Это «Наукомания», и смотрите далее. Канистерапия вместо лекарств – хвост и 4 лапы. Лечебный ультразвук, о чем разговаривали наши корреспонденты с одним из самых умных в мире животных – дельфином. И зубастый академик – история маленького хищника из Центра океанографии. В свое время английские газеты обошла история моряка, который серьезно повредил ногу на флоте. Развилась гангрена, и врачи говорили однозначно ампутация. Но в течение некоторого времени каждый день больную ногу хозяину лизал терьер Майлоу. И через некоторое время ампутация не понадобилась. Впрочем, ученые из Швеции доказали, что владельцы собак и живут дольше, и реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Почему прямо сейчас узнаем у нашего второго гостя. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Алтунева, канистерапевт и руководитель частного центра канистерапии в Минске. В чем целебное свойство слюны собаки? Действительно ли они творят чудеса? Действительно, в слюне собаки находится лизоцин, который является антисептиком и имеет такие свойства заживляющие. Но на самом деле я бы, наверное, не рекомендовала использовать это средство в качестве лечения, потому что все-таки мы живем в 21 веке, это во-первых. Во-вторых, вы должны быть уверены, что ваша собака или та собака, которая будет вылизывать вашу рану, что она 100% здорова и не является больной, потому что со слюной могут передаваться и другие заболевания. Давайте поговорим о том, на что способны они как доктора. На самом деле собака не является доктором. Доктором является специалист, который управляет собакой. Поэтому все зависит от диагноза, от поставленной цели и программы. И какую программу и цель выберет специалист, то и будет лечиться вместе с собакой. С какими диагнозами к вам приходят, скажем так, пациенты, возраст, может быть? Мы работаем с детьми в основном, и это дети с синдромом Дауна, ДЦП, аутизм и даже просто задержка развития или, например, страхи перед собаками. Когда к нам приходит клиент, специалист проводит диагностическое занятие. Беседует с родителями или с другими опекунами ребенка. Каждый родитель заполняет у нас инструкцию, заполняет анкету. И специалист тоже ведет анкетирование ребенка на диагностическом занятии. Мы пользуемся международной классификацией функционирования.
благодаря чему в конце первых 2-3 занятий специалист видит, с какой проблемой в первую очередь ему необходимо работать. И под эту проблему он подбирает программу, упражнения и игры с собакой. Главный объект у нас – это собака. К нам дети приходят не лечиться, они приходят играть, но под игрой мы проводим реабилитацию. Как это происходит? Допустим, нам нужно обучить ребенка пользоваться ложкой. В первую очередь нужно захват руки, вот этого предмета, ложки. То есть, опять-таки, специалист смотрит, если там у него спастичность руки, то есть определяет и подбирает специальный прибор, которым он будет работать. Но мы все превращаем в игру. Ребенок, конечно же, не себя там, например, кормит, а ему очень хочется покормить собаку, потому что она за это ему там выполнит какой-то интересный трюк, или он сможет ее поводить, погулять с ней, но ее нужно покормить. У нас собака кушает только вот с этой ложки, вот с правильно подобранной. И, конечно, это большой мотивационный такой объект, и мотивация очень сильная, и очень хорошо с детьми это срабатывает. Они стараются из всех сил, берут эту ложку, кладут туда корминку и подносят ее все-таки собаке, кормят. В дальнейшем этот же навык можно уже перенести и на себя. Если говорить о видах вот такой терапии, я знаю, что есть активная, есть пассивная. Это правильно называется направленная терапия и ненаправленная. Ненаправленная терапия – это когда, вот, например, даже вы сейчас под ее воздействием, потому что вы пришли в окружение собак. Наукой доказано, что в течение 15 минут у человека рядом с положительно настроенной собакой улучшается настроение, самочувствие, гормон стресса снижается. Направленно – это когда конкретно приходит пациент, у него есть проблема, и все игры, манипуляции с собакой, взаимодействие, оно направлено на устранение конкретной проблемы. Всем ли показана такая терапия? Конечно, есть противопоказания в канистерапии, элементарная аллергия, тот же насморк, кашель. Мы просим просто отложить занятия, потому что это тоже может спровоцировать аллергию. Кожные заболевания, ну и, конечно же, фобии. То есть мы работаем со страхами, но с фобиями это психиатру. Но бывает же такое, что страх именно боятся собак? Конечно, обычно это очень легко у нас получается. Грамотные специалисты подбирают специальные упражнения и игры, соблюдают дистанцию. И 2-3 занятия у нас дети потом очень легко общаются со всеми собаками. И даже потом родители присылают фотографии, как они помогают выгуливать соседских собак. Одна из американских программ, вот как раз-таки собаки и пожилые люди, вот и доказали, что собака способна даже помогать при деменциях и, так скажем, хорошо влиять на сохранение памяти. В России есть сообщество развития и поддержки канистерапии, они очень много занимаются с пожилыми людьми. И действительно есть научно доказанные статьи уже о том, что собаки помогают справиться пожилым людям с деменцией. Но опять-таки же все зависит от того, какую мы ставим цель. На самом деле это работает. Но все ли собаки могут быть терапевтами, так назовем? От породы ничего не зависит. Любая собака может стать терапевтом. Все зависит от ее характера. В принципе, как и у людей. У собаки должна отсутствовать агрессия. Агрессия к людям и агрессия даже к другим собакам. Конечно же, собака проходит обучение и сдает экзамен. Экзамен на терапевт. В день собака без перерыва работает 2 часа, не более. Если у нас есть перерывы по 15 минут минимум между сеансами, то собака может и 4, и 6 часов отработать в день. Очень важно заботиться о здоровье тоже своей собаки. Вы их очень хорошо знаете. А правда ли, что они очень чувствительны и у них очень хорошая интуиция? Потому что читала где-то, что они могут даже вплоть до того, что предчувствовать приступ эпилепсии у хозяина. Собаки обладают эмпатией. Они в первую очередь считывают с нас сигналы нашего тела, жесты. И то, что мы даже, кажется, вроде этого не замечаем, собака это замечает и понимает. Если нужно, чтобы она определяла уровень сахара в крови, то этому и обучает собаку. То есть она это чувствует, действительно, она может почувствовать изменения гормональные в организме у человека, и она подает сигнал. Я знаю, что очень хорошей интуицией обладают дельфины. Это подметили еще древние греки. Мои коллеги отправились в современный дельфинарий и спешат поделиться впечатлениями. Вот сейчас подплывает второй самец, это Геркулес. И он оправдывает свое имя, он один из самых сильных, самых таких статусных деловых мужчин. В
Вместе с Геркулесом плавают еще один самец Хьюго и, как называют ее работники дельфинария, богиня по имени Вита. Эти млекопитающие не только развлекают посетителей зоопарка, но и помогают детям с особенностями. Вместе с этими уникальными животными работают на суше дельфинотерапевты. Они отдают команды и взаимодействуют непосредственно с представителями отряда китообразных. Дельфинотерапевты-психологи, чаще всего это мужчины, поскольку могут держать ребенка на руках, сперва знакомят пациентов с морскими врачевателями на помосте, а затем погружаются с ребятами в естественную среду обитания дельфинов. Как занятия в воде проходят, различного рода воспалительных процессов не должно присутствовать в организме. Также онкология, она не имеет места быть. Дело в том, что вот этот ультразвук природных дельфинов, он может усиливать пролиферацию вот этих онкоклеток, то есть деление усиленное. Поэтому тоже все-таки это как одно из противопоказаний. Туда же относится и эпилепсия или когда имеются очаги. Дело в том, что тоже та или иная провокация может послужить, потому что вот эти вот процессы, которые происходят за счет ультразвука, они могут стимулировать разные отделы мозга и могут стимулировать даже те, которые не стоят. Поэтому эпилепсия в том числе. Безусловно, кожные заболевания, то есть все виды заболеваний, которые передаются бытовым путем. Чаще всего дельфинотерапия показана детям с ДЦП, задержкой психофизического развития, аутистам, гиперактивным и, наоборот, страдающим синдромом дефицита внимания. И это далеко не весь список показаний. Именно тесный контакт между дельфином и ребенком является отправной точкой всех дальнейших изменений. Мы все сами по себе, по своей природе уникальны, и у каждого свой мир. И дело в том, что у нас, как специалистов, работающих с такими уникальными животными, они нам помогают узнавать другие миры. Когда собака не только и не столько помогает справиться с тяжелым недугом, а становится настоящим помощником по жизни. О собаках-поводырях прямо сейчас в Наукомании будем говорить с нашим еще одним гостем. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Надежда Колосенко, специалист и кинолог частного центра канистерапии в Минске. Надежда, собака-поводырь – это какая-то особенная собака? Собаки-поводыри – это очень трудоемкий процесс, и воспитание собаки-поводыря – это очень трудоемко и очень дорогостоящее. И, к сожалению, в нашей стране законодательно существуют собаки-поводыри, но на практике их нет. Мы тоже очень, конечно, хотим в этом сделать шаг в направлении, наша команда, но мы начинаем, грубо говоря, по маленьким ступенечкам строить эту пирамиду, да, и вот сейчас у нас новый проект Corso Plus, где мы пилотную версию делаем собаки-помощника, ребенка с аутизмом. Это более простой вариант, приемлемый, который можно дешевле реализовать и попробовать, как же это все будет на практике. Я так понимаю, что под любой диагноз, да, ну, назовем это так, да. можно воспитать собаку, и нужно воспитывать конкретно, потому что собака-поводырь, я вам скажу, что у многих зрителей сейчас это одна ассоциация, это слепой человек, вот собака-поводырь. Да, она так и есть, да. Но можно под любой, и под каждое должно быть определенная дрессура. Именно так и делается, это под конкретный запрос определенного человека, это даже не только под диагноз. Корректируется, выставляется определенный перечень, что должна делать собачка. С подбора щенка, породы начинается весь процесс. Должно быть достаточно большой багаж знаний для того, чтобы все это сделать грамотно, квалифицированно, и чтобы это потом действительно был хороший помощник. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Ну а мы продолжаем, и в завершении нашей программы сюжет, возможно, конечно, в будущем тоже о лекаре, но пока это маленький акуленок, но уже его зовут Академик. Креветки, мидии, кальмары 4 раза в день. И все это рацион новорожденного. Детеныш акулы-кошки появился на свет в Центре океанографии в день рождения Академии наук Беларуси. Наблюдать за таинством природы можно было онлайн. В честь праздника единогласно акуленка решили назвать Академиком. Родился он немножко чуть раньше, у него еще оставался вот эта вот пуповинка и желточный мешочек. Поэтому здесь вот он как раз у нас недельку находился в инкубаторе. Он еще питался, кушал из этого желточного мешочка. Потом вот этот желточный мешочек, он практически все полностью пропал. Он уже перешел полностью на самостоятельное питание. Из инкубатора рыбка переехала домой к директору. Для акуленка воссоздали естественную океаническую среду обитания. Во-первых, берется вода специальная, это очищенная вода, обратный осмос. В ней разводятся специальные соли, свыше 78 компонентов.
Это не просто там натрий, хлор и так далее. То есть там присутствуют и микроэлементы, и макроэлементы. И вот весь этот состав воссоздать, тогда можно получить по составу морскую воду. Но тоже, когда вы ее приготовили, вода не становится живой, эта морская вода. Должно пройти какое-то время, когда в ней поселятся бактерии вот эти морские, все, то есть когда она станет живой, эта вода. Это тоже порядка 3-4 месяцев проходит. Вот. После этого, когда эта вода выходит на свои параметры, все, вот в ней могут хорошо жить и кораллы, морские рыбки. Морские обитатели – подарок Калининградского музея Мирового океана. Родители кошачьей акулы более полуметра в длину. Сейчас же малыш 10 сантиметров. Этот вид акулы называется донным и, в отличие от своих сородичей, к спокойному и размеренному образу жизни приспособлен. То есть это акула, которой не надо постоянное движение. Она, допустим, на дне находится, вот у нее эти жабры работают, вот она прокачивает через себя воду, кислород. Вот, то есть она не настолько требовательна. Вот и второе, они очень добродушные, то есть вот их гладить можно. У них такая как бархатная шершавая кожа. Вероятнее всего, Новый год подросший академик отметит уже в мобильном музее океанографии. Там же в скором времени ожидают еще прибавления. Над именами новым членам семьи пока еще думают. Это была «Наукомания». Говорили сегодня об альтернативных методах терапии. Символично, это была последняя в уходящем году собаки наша программа. С наступающим 2019-м, и пусть у вас все будет хорошо. Увидимся на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом», «Беларусь-24».